Я сегодня хочу вас познакомить с интересным каналом, который ведет девушка Нурия, мама 3 сыночков. Нурия вышла замуж за сирийца, и вот уже 4 года они живут в Шотландии. На своем канале Нурия делится моментами своей жизни, рассказывает всю правду о жизни беженцев в Шотландии, снимает мотивационные видео уборки и готовки, а также делится своими вкусными рецептами для похудения. Эти рецепты я взяла себе тоже на заметку. Давайте поддержим Нурию. Подписывайтесь на ее канал. Ссылку на канал я оставлю в описании и закреплю в комментариях. Всем ассаламу алейкум, всем привет! Меня зовут Нурия, и я приглашаю вас стать частичкой нашей дружной межнациональной семьи. Я мама 3 сыночков. На своем канале я делюсь уютными домашними влогами, мотивационными роликами на уборку и заготовку продуктов, делаю обзоры интересных покупок, а также на моем канале вы увидите наш красивый шотландский город Глазго. На данный момент я активно худею и делюсь вкусными рецептами для похудения, а также своими результатами. Подписывайтесь на мой канал, надеюсь, мы с вами подружимся. Всем спасибо за внимание. Дорогие мои хорошие, добрый день. С вами снова я, Лейла. Вчера сделала небольшой перерывчик, ничего вам не снимала. Но сегодня все-таки решила немножко вам поснимать, чем я занимаюсь. Поэтому как-то, когда что-то такое не делаю, как бы сказать, интересное, и снимать мне не хочется, поэтому не снимала, если честно. Так раздумывала, чтобы мне снять, чем бы вам как-то что-то интересное и полезное вам сказать и рассказать. Ну, решила просто сниму день, который, в принципе, вот у меня, что я делаю в обычный день, как говорится. С утра, правда, ничего такого вроде бы не делала, подоила корову, но завтрак нам сделала, поели, обычную кашу, друзья, не стала, конечно, снимать, но у меня очень болит голова, у меня такое вот состояние, вот когда вот бывает простуда, друзья, вот чуть-чуть ломит кости, болит голова, не знаю, правда, не мерила температуру, утром казалось, что и температура была, но я выпила и аспирин выпила, спазмолгон выпила, и уже не знаю, сколько выпила кружек чая с малиновым вареньем. Но не знаю, если я сейчас слягу, то слягу это будет надолго, поэтому решила все-таки взять себя в руки и заняться кое-чем. Уже время обеда у нас, даже пора было уже, чтобы был готов обед, но я его еще не готовила. И решила сегодня сделать небольшую разгрузку, друзья. Так, сейчас. Плохо вижу без очков, если честно, у меня дальние очки сломались. И вот так меня видно, но не видно, что я буду делать. Тогда я вот камеру немного опущу. Хочу сегодня на обед не готовить мясо. Уже это мясо приелось, если честно. И знаете, что хочу я сегодня сделать? Я замесила тесто для лепешек наших вместо хлеба. Оно у меня уже стоит. Разогревается у меня молоко, чтобы просепарировать. Так, не знаю, я так, кстати, никогда не ставила, но посмотрим. Помою картошку. Видите, опять у нас не идет вода. Вот, хочу испечь картошку в духовке. Не мыть, не чистить ее от кожуры, а вот так испечь ее. Мы очень любим такую печеную картошку. И вот так вот я ее почищу сеточкой. У меня специальная сетка, друзья. Я ею не пользуюсь для посуды, для чего-то. Она у меня всегда лежит для овощей. Там, если надо морковку почистить, если надо картошку почистить, свеклу для салатиков. У меня отдельно вот такая была и губка, но губку я и выкинула, а сеточка есть. Вот так вот, друзья. Начался сегодняшний день у меня. Не знаю, как вам там меня видно, как меня слышно. Видно меня, я вижу хорошо. Я сильно прибавила в весе. И поэтому немножко комплексую, конечно. Но немножко надо будет скидывать. Не то, что немножко, а вот именно то, что я прибавила. В таком весе не была никогда. Уже килограмм 6 больше веса, чем обычно у меня бывает, мне так кажется. Не знаю, почему я так сильно поправляюсь. Хотя целый день вроде бы и занята, целый день что-то делаю, но тем не менее весе прибавляю.
Скажу честно, на диету сесть не смогу. Если только какое-то правильное питание. Вчера и позавчера хотела поесть меньше хлеба, мои дорогие, но не смогла. Не могу, если я не поем хлеб, то я вообще голодная и не выдерживаю, если честно. Вот не знаю, как и что. В Инстаграме у нас была девчонка, наша Ингушка, какое-то ПП питание делает. Может ее посмотреть? Ну, посмотрю. Так, картошку я помыла. Сейчас ее закину в духовку и займусь дальше делами. Так, картошку закинула в духовку. Ага. Видите, я сказала, что замесила тесто. Тесто у меня уже стоит, уже больше часа стоит. Сначала я заведу сепаратор. Вот молоко я согрела. Сейчас заведу сепаратор. Картошка у меня уже в духовке. Я не заворачиваю ее ни в фольгу, никуда. Просто на сетку кладу, и она у меня так будет печься. Так, ну сейчас сепаратор включу, будет шумно. А пока у меня будет прокручиваться сепаратор, будет свежая сметанка. У меня, я надеюсь, до этого времени картошечка пропечется. А вот у меня будет картошка в мундире запеченная. Будут наши лепешки Ольгиш вместо хлеба. И свежая сметана с творогом. Это очень вкусно, намного лучше даже, чем мясо. Но вот в нынешнем моем состоянии было бы хорошо, если бы была у меня вот именно или абхазская аджика, или цехтон, который можно было бы закинуть в эту сметанку. Остренькое такое. Было бы очень хорошо, но, к сожалению, я еще не сделала. И да, девочки, я вчера говорила, позавчера говорила, что хочу сделать и абхазскую аджику, что у меня заказы. Но вот из-за того, что вот утром состояние было вообще никакое, я не поехала на рынок, не смогла поехать на рынок. Ну, надеюсь, я завтра утром поеду. Сегодня действительно мне что-то не очень-то здоровится. Я даже к маме захожу в маске. Так, мой петушок. Поэтому вот, девочки, сейчас я установлю камеру. Ну, вообще-то не буду, наверное. Сепарирование молока вы у меня видели. Все это вы у меня видели. Сейчас быстренько я вам покажу конечный результат. Ну, вот так, друзья. Так, друзья, шумновато, конечно, но я немножечко только так. Видите, сейчас пока включится мой сепаратор. Мне сейчас будет мешать. Картошка у меня печется. Вот теперь сделаю нам наши ольгиш. Лепешки. Мне многие пишут, рукава закатать или еще что-то. Друзья, если я покрыта, то в принципе я не имею права даже показывать руки, по идее. Но автоматически забываю, я их подтягиваю. Хотя это тоже нам нельзя. Просто когда никого нет, я не снимаю, я же могу и подтянуть, и все, а когда снимаю, не имею на это права. Так вот. Сейчас молоко почти просепарировалось, не буду пока вам. И вот, мои дорогие, сепарировать молоко я уже закончила, видите, вот вода не идет, сейчас даже помыть сепаратор не получится. Но лепешки у меня пекутся. Вот. Так, у меня как-то был вопрос, сколько вот из этого литра получается лепешек этих. Ну вот смотрите, вот такие вот небольшие, я пеку не очень большие, получилось 9 штук. Ну а если побольше, конечно, или 8, или 7. Вот так вот, друзья, картошка потихонечку печется. Ну, мне кто-то советовал, чтобы быстрее молоко прокисло, нужно там или сыворотку немножко, или кефира немножко добавлять. Дорогие мои, я не спешу с тем, чтобы это прокисало, это молоко, оно у меня спокойно прокисает до утра. Вот я сегодня просепарировала, завтра утром оно уже будет прокисшее, и из него можно будет делать творог. А чем-то подкислять, ускорять я его не хочу, ни простоквашей, ни кефиром, ничем. Ну, всю жизнь вот так вот делаю, сколько себя помню. Также делала моя мама, просепарировала, поставила. Оно естественным образом прокисает и нормально, без проблем. Единственное, знаете, я как делаю кефир, чтобы не простокваша была, а более походила к кефиру. Кипячу молоко, обычное молоко прокипячу, охлажу,
А вот туда уже добавляю где-то в литр молока, где-то полстакана, может быть, кефира добавлю. Оно прокисает, становится таким же вкусным, как кефир. Ну, наверное, там кефирные грибки свое дело делают. Вот это я так делаю, вот так заквашиваю именно кефир. А вот простоквашу я не хочу так заквашивать, она у меня сама по себе прокисает. Ну, немножко вам буду делать лепешки и кое-что, может быть, расскажу о себе. Даже вот сегодня, друзья, у меня был комментарий, в котором, ну, женщина тоже потеряла мужа. И не знаю, сколько у нее детей, если честно, но младшему ребенку 3 годика. Я понимаю эту женщину очень, очень понимаю, сочувствую. Долгое время, друзья, хотя о грустном не хочется говорить, конечно, но все равно. Долгое время я сама не могла, какая боль у меня у самой и так же известно. А когда еще твой ребенок постоянно ждет отца, постоянно хочет его видеть, постоянно спрашивает, где он, что он. У меня всегда вот переворачивалось внутри, когда вот он, моему младшенькому тогда было 2,5 года, и он говорил, вот открывал окна и говорил: я сейчас сюда встану, поставь меня на подоконник, а папа с работы придет, и я к нему выпрыгну из этого окна. Вот когда он вот такие вот вещи говорил, конечно, это было не по себе. Внутри все переворачивалось. Были тоже такие моменты. И долгое время он еще делал, открывал вечером, как только начинало смеркаться. Мой муж работал на стройке и приходил всегда вечером. Он безумно любил младшего своего сына. И маленький всегда требовал, чтобы мы открыли ворота. Ну вот он будет встречать отца. А при жизни отец вот тоже, мы всегда открывали ворота, и он бежал к нему. Он обязательно останавливал машину, сразу не заезжал, сажал его на колени, и они вместе въезжали во двор. Ну, вот такие вот моменты. Сейчас это, конечно, уже не так больно вспоминать и говорить, но вот когда первое время ребенок делал такие вещи, это было очень больно. И я ревела, и мы все ревели от этого, потому что, ну, не объяснишь же маленькому ребенку, что его нет, что остальные-то все это знали, но вот именно он это не знал. Хотя первое время он все помнил. Его отец тоже умер на его глазах. Он даже все это помнил, говорил, но уже через лет, может быть, так, 3-4, через 2-3 года он забыл. Он даже вот сейчас не помнит совершенно ничего. И отца своего тоже не помнит. Просто по фотографиям, а вот так вот, что он вот с ним катался все время, что он был с ним все время, что вот он ждал его. И что он даже видел, как, ну, после того, как он всегда говорил, что папа вот так вот взялся за шею и сел в машину, вот когда был маленький. Но потом стал это забывать. И, наверное, это хорошо, что он это забыл. И что я скажу, друзья, тем людям, которые потеряли своих близких? Конечно, возместить утрату это невозможно. Сказать, что будет легче, тоже неправда. Может быть, в какой-то мере будет легче, но этот груз постоянно будет на вас давить. Но с этим надо смириться, с этим надо жить ради детей, жить ради близких, поднимать своих детей на ноги, ставить, и постоянно не зацикливаться на том. Конечно, все равно по-любому в день 1-2 раза ты вспоминаешь этого человека. Все это бывает. Ну вот как-то так, друзья. Вот, друзья, мой обед сегодня, смотрите, сколько я лепешек напекла. Картошка уже испеклась. Такая вкусняшка. И вот творог у меня. И сюда я сейчас буду наливать сметану. Рассыпала так. И это очень вкусно, друзья, попробуйте. И вот я нарезала сиреневый лук такой, он не очень острый. Так. Видите, какие мягкие они, воздушные. Этот лук, картошка и сметана с творогом. Друзья, это что-то.
что-то с чем-то, короче говоря. Уже не буду вас звать на обед, а то вы говорите, что все время зову на обед, короче. Ну, вообще-то можно и приехать, если хотите. Приезжайте. Ну, вот как-то так, друзья. Дальше посмотрим по ходу, что я буду делать. Друзья, и я вот обещала вам показать, как солить капусту со свеклой. Признаюсь честно, я ее не делала. Но пересмотрела много рецептов и решила все-таки один сегодня использовать. Вернее, сделать. Сейчас попробуем. Для этого мне нужна вот такая вот капуста, качан капусты, 2-3 свеклы, горошком перец, лавровый лист, соль, сахар, уксус и чесночок. И начнем. Так, сейчас подготовим все, капусту, свеклу. Так, нарежу свеклу рифленым ножом. Ну, можно любым, просто я для того, чтобы красивее она была. Тонкими ломтиками. К сожалению, нет перчаток. Но я вот так вот ее еще нарежу полосками. Так можете любым образом ее порезать. Можно и так оставить. Это без разницы. Так, сегодня у меня будет рецепт с уксусом. Но я там еще подыскала один рецепт, он без уксуса. И в следующий раз мы еще сделаем без уксуса. Просто рецепт, который без уксуса, делается... маринуется капуста дней 5-6, даже 7. А эта капуста уже, по идее, можно ее есть, как пишут, уже даже завтра, но через 2-3 дня. Она более быстрая из-за того, что уксус. Но некоторые же не любят уксус. Для них есть рецепты и без уксуса. Мы и эту попробуем чуть-чуть попозже. Я ее сделаю, просто у меня сейчас нет капусты. Ой, друзья, я так объелась этой печеной картошкой, вы не поверите, уже даже дышать не могу. Люди так давно не пекли. И сметанка свежая. Короче, обед у нас удался, как сказала Ибрашка. Голова болит жутко. Таблетки тоже не помогают. Видимо, все-таки простуда у меня идет, друзья. Не знаю, где я могла простыть. Вроде бы никуда не выхожу, никуда не хожу. Так, все, свеклу закончили. Теперь займемся капустой. Так, у меня тут небольшой изъян был у капусты. Капусту вообще-то можно и на маленькие кубики, и на большие половинки, вот если на 12 частей, на 8 частей, можно хоть как. Можно солить и в банке, и в кастрюле. Так, но мы сегодня сделаем в банке. И на кубики ее разрежем. Так, чесночок пока уберу. Так. Доска. Вот так, вот такие кубики произвольные. Девочки, еще один горький перец я взяла. Так, у меня вода закипела. Я ее выключила, правда, уже. И теперь в горячую воду, значит, 2 столовые ложки сахара, но здесь 2 литра воды. Я вам в ссылке оставлю на литр. 4 ложки соли. И я 1 лавровый лист и несколько горошин кинула туда, а остальное буду ложить в банку. И полстакана вот 9% уксуса. Все, и пока мы будем укладывать капусту, сахар и соль растворятся. И вот я и капусту нарезала, и свеклу нарезала, и нарезала горький перец и чесночок. Теперь будем укладывать все в банку. Так, сначала немножко свеклы. Наверное, свеклу надо будет еще. Теперь капусту.
немножко утрамбовать. Так, положить немножко горького перца, немного чеснока, лавровый листик, несколько горошин. Если любите душистый перец горошком, тоже кладите, но я не люблю. Теперь снова свеклу. Снова горький острый перец. Мы просто любим острое, поэтому я кладу много. Вы кладите, как вам надо по вкусу. Так, и вот, друзья, я утрамбовала, как могла, капусту. Капуста вошла вся в банку. Видите, свекла, капуста, все. И теперь соль растворилась очень хорошо. И теперь зальем ее рассолом. Я сделала для перестраховки из 2 литров, потому что не знаю точно, сколько надо. Я, как сказала, делаю это первый раз. Может быть, даже литра бы хватило, но лучше сделать так. И рассол заливается, друзья, в горячем виде. Я сказала, что я еще нашла рецепт, который заливается рассолом холодным и без уксуса. И этот я как-нибудь попробую. И для себя, и для вас. И посмотрим, какая вкуснее. Ну, наверное, которая без уксуса будет полезнее, мне кажется. Хотя уксус считается тоже полезной вещью. Да, чуть-чуть больше, но все равно литра бы, мне кажется, не хватило. То же самое можно делать и в кастрюльке, потом придавить этим грузом. Но я решила все-таки сделать банки. У меня как-то не оказалось свободной эмалированной кастрюли. Так, и все. Теперь закрывается вот такой вот крышкой. А она должна стоять сутки в дома в комнатной температуре. Вот так вот. И квасится. Ой, все, друзья, на этом сегодняшний мой ролик закончен. Большое вам спасибо. Потихонечку прихожу в себя, как говорится. Не могла, не знала даже, что мне делать, как мне снимать. И самое главное, когда делается перерыв, как вот когда мы ходим на работу, раз отпуск у нас, а потом не хочется выходить на работу. Вот такое состояние у меня было сегодня. Вчера целый день не снимала, да и позавчера, в принципе, ничего такого не сняла, и поэтому как-то вот не могла войти в русло. Ну, теперь все хорошо. Я надеюсь, вам было со мной интересно, что-то было для вас полезное. Я очень хочу, чтобы вы чему-то учились, что-то у меня перенимали, и не просто так меня смотрели и слушали, чтобы я была вам полезна. Ну, вот как-то так. Друзья, кто сегодня зашел первый раз, подписывайтесь, пожалуйста. Ну, не знаю, если хотите, ставьте лайки, если вам интересно. Пишите комментарии. Для меня это очень важно. Очень прошу вас подписаться. Ну, вот как-то так. Спокойной ночи вам всем.